Доброе утро и крепкое рукопожатие. С такого теплого приветствия началась встреча Рустама Минниханова и премьер-министра Киргизии Улугбека Марипова. Главная тема – укрепление сотрудничества. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Киргизией составил более 40 миллионов долларов. Рустам Минниханов отмечает, что возможности для роста есть. Наши контакты с кыргызскими коллегами расширились. Пандемия, конечно, немножко всех нас отбросила, но вот сейчас есть возможность в очном формате работать. Сейчас с Бишкеком в первую очередь работает КАМАЗ. При этом Татарстан готов сотрудничать и в нефтепереработке, нефтехимии, вертолетостроении, медицине, науке и в IT-сфере. Большим шагом к развитию отношений стала февральская встреча Рустама Минниханова с главой Киргизии Садыром Жапаровым в Москве. И сегодня в ходе беседы уже с премьер-министром Киргизии речь идет о возобновлении прямых перелетов между столицами республик. Улугбек Марипов отмечает и культурную, а значит духовную связь народов. Очень красиво. Сейчас мы посетили Кульшариф Баркалик. Здесь история, действительно, как вы отметили, связывает большая история. Тем более без Тугамбас. Почетным гостем в Казанском Кремле сегодня стал и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Здесь речь также шла о сотрудничестве со странами ЕАЭС. Общий товарооборот с ее членами сейчас более 1,5 миллиарда долларов. И развитие этого направления в приоритете республики. О развитии торгово-экономических связей Рустам Минниханов сегодня говорил и с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В пандемийный год экспорт и импорт между республиками достиг 156 миллионов долларов. Это падение на 20% по сравнению с 2019 годом. Развитие сотрудничества между нашими республиками направлено на укрепление отношений России и Узбекистана. Мы в последнее время активно взаимодействуем с узбекскими партнерами. Кроме экономических связей, Татарстан и Узбекистан делают ставку и на гуманитарное сотрудничество. Это контакты в области образования, науки, культуры, туризма и спорта. Вы уже определили время, июнь. Мы сейчас будем с правительством и правительственными органами Республики Татарстан работать над тем, чтобы ваш визит в Узбекистан наполнить хорошими конкретными результатами. О взаимных визитах и проектах сегодня речь шла и на встрече Рустама Минниханова с председателем правительства Таджикистана Кахиром Расулзада. Здесь стало известно о том, что скоро будет запущено авиасообщение между Казанью и Душанбе. Это поможет активизировать контакты между предприятиями республик. Товарооборот, как я уже сказал, небольшой, но у нас огромное желание работать в вашей стране, прежде всего компания КАМАЗ. Отдельно Рустам Минниханов поблагодарил руководство Таджикистана за поддержку татарской общины. Сегодня там проживают порядка 17 тысяч татар. Кахир Расулзада подчеркнул, что Душанбе высоко оценивает перспективы сотрудничества Таджикистана и Татарстана в ВПК, энергетике, легкой и тяжелой промышленности и в культурно-гуманитарной сфере. Прежде всего хотел бы отметить, что мы высоко оцениваем результаты вашего официального визита в Таджикистан в марте 2019 года в Душанбе. Визит предоставил хорошую возможность обсудить перспективы и взаимовыгодного сотрудничества Таджикистана и Татарстана. Таким насыщенным выдался день у Рустама Минниханова. Но это не все. Завтра встреча с гостями и участниками Евразийского межправительственного совета продолжится. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.